يا تشيدي بعدك هذا منايم كوبن ناس كانك خساون تابوت أخوار زخنوت نشيدي خابرتن نارخ كانت شغزرين بازرقي واشكرقي خوار زخنوت نراخ اسمس تالي كاخشبي دركت سوا وغنار بوخساورا كانت. Согласно церковному преданию, осетины относятся к числу народов, узнавших об учении Христа от его учеников, святых апостолов. Со временем Алания Осетия принимает крещение, и на политической карте Европы появляется новое христианское государство, познавшее за полтысячелетия своего существования периоды могущества и процветания, упадка и возрождения. Բացախնիկի վր ավգուստը, ըմը ալոնը շտոնը բացախ դավուդը, ըմը ուշ բացախ մայրամը, բացախ յոգադրաշտաջը, շվտերը մայդը կագամբոնը, վասկ վազը նեյվը ծակ խուսավբոնը, ալոնը շտոնը միտրապոլիտ վեդերը կողայ, դուն եշվալդիշն է, ըխշեժ մինը սպարշադը ըրդայ ըրտык կագամ աժը. По мнению многих историков христианства, Алания принадлежит к числу тех государств, которым посчастливилось услышать еще апостольскую проповедь. Значит, Андрей Первозванный в своей миссионерской деятельности побывал и в Алании, якобы вот из уст этого известного, очень непопулярного апостола впервые, значит, слово Христа было донесено до Алан. Затем, значит, в IV веке, судя по армянским источникам, начинается какое-то проникновение христианства в среду аланской знати. Мы знаем, что тесные отношения были между армянами и осетинами, между Арменией и Аланией первых веков нашей эры, в том числе и династические браки. Какая-то часть Алан, как известно, была, значит, подхвачена волной великого переселения народов, оказалась в Западной Европе. Вот там, я думаю, наверное, какие-то случаи первого более массового принятия христианства аланами мы можем отметить. В X веке, в XI веке уже появляются крупные большие храмы христианские в Алании, которые строились по византийскому образцу. Богатая и драматичная история народа, создавшего блистательную воинскую культуру, не может быть осмысленно без осознания значения принятого им православия. Современник той славной эпохи, византийский писатель Никифор Василакий, изобразил Алан и их страну в далеком XII веке. Они – самый воинственный народ среди кавказцев. Если ты посмотришь на их множество, то найдешь отвагу, которой нет нигде более. Если ты заметишь их доблесть в бою, то ни во что поставишь мириад врагов. Ибо иные народы выделяются множеством сил, а другие храбростью и воинским умением, но этот победил их всех и служит только Христу. Ибо они были пленены Его всесвятыми словами и ныне славятся среди нас соблюдением обрядов и своим христианством, и рады называться слугами Христа, друзьями и союзниками христиан. Судя и по количеству храмов и других каких-то, значит, косвенных сведений у нас достаточно, чтобы сказать о том, что христианство достаточно широко проникает в Аланию. Ну, скажем, можно вспомнить Нузальскую церковь, где похоронен Ос-Богатар, а похоронен он в соответствии с христианским обрядом. И на самом деле само сооружение тоже является собой такую надмогильную церковь. Оставленные в веках богатства и обширные территории, исчезнувшие города и многолюдные села
не привели к утере веры предков, сохранившейся в духовной жизни народа еще тысячелетия назад, так тонко и гармонично соединившего свои древние индоиранские традиции с учением Христа. Это и стало фундаментом нашей культуры, бесценного сокровища, передаваемого поколениями предков. Сокровище, обладание которым ограничено коротким временем человеческой жизни и обязанностью дальнейшей передачи потомкам. Культура – святая святых любой нации мира. То, что по Божьему благословению отличает нас от других, делает узнаваемыми в этом огромном, многообразном и очень часто агрессивном мире. Культура – это то, что помогает сохранить себя. При существовании христианства, ислама продолжала существовать, продолжала жить и как-то трансформировать традиционная вот эта система, которая была выработана на протяжении многих веков. Об этом говорит большое количество святилищ, которые разбросаны практически во всех ущельях и наверное, во многих, в большинстве сел, во всяком случае, в горной части Осетии. И их популярность до сегодняшнего дня говорит о том, что эта популярность тоже существовала всегда, и прекрасно представители того или иного села или той или иной фамилии знают, когда отмечается день их Дзуара, день их святого. Вот. И мы видим, когда действительно красивые праздники, которые уходят, значит, в глубину веков, празднуются на месте этих святилищ, как, скажем, Тпау Ацила, например, отмечают, или Хусаузуар в Куртатинском ущелье. Ну, в общем-то, примеров можно много привести. Невероятно трудная задача в современном мире размытых нравственных норм и приоритетов, изменяющейся морали и непомерно завышенного отношения к себе, когда личностные желания и представления становятся безжалостным врагом вековых ценностей, выстраданных историческим опытом каждого народа. Церковь по-прежнему остается последовательным защитником традиционных нравственных ориентиров, издревле устоявшихся ценностей человеческого общежительства. Она является собой живую, непрерываемую связь с прошлым всего человечества, а значит и каждого народа. Тем более народов, имеющих собственную христианскую историю. Церковь становится заповедником народного наследия, тем Богом, оберегаемым священным пространством, где при желании человека находит убежище преследуемая прогрессом традиционная культура. Здесь есть места святые, священные, и мало того, что они святые и великие своим прошлым, они находятся в живописнейших, красивейших местах, как и положено. Храм и должен быть в самом лучшем, самом чистом месте. Вот поэтому это очень важно, и я чувствую, вы знаете, вот я вам признаюсь, что с первых дней я чувствую, от этих камней и от этих памятников исходит сила, которая мне помогает. Мне помогает в моей работе на этой земле, это правда. Мне бы хотелось, чтобы они были приведены в порядок, реставрированы. Затянувшееся ожидание этого созидательного союза, когда церковь становится сопричастной осетинской традиционности, начинает сбываться с образованием Владикавказской епархии. Бесконечно жаль потерянного времени, бесценного наследия предков, оказавшегося беззащитным перед миражами техногенной цивилизации. Очень заметно, что за многие века и годы очень много засыпалось пеплом, забвения, каких-то новых обрядов, но в центральный момент эти 3 пирога, это пиво, чаша, это настоящая литургия. Та молитва, тот старший, который возносит, этого нигде нет. Я впервые здесь увидел такое застолье. Вот. И это все сохраняется в народе, это все есть в народе. И церковь никогда не подавляла
обряды, веру или какие-то добрые традиции народа. Ни одного народа. Церковь, наоборот, воспринимает и облагораживает эти традиции. Перелом в осознании масштаба содеянного, оценке растраченного достояния и постепенно приходящим пониманием необходимости возрождения аланской православной культуры. Уставший, потускневший, но все же дошедший до нас вопреки катаклизмам минувших эпох. Неповторимое наследие, созданное народом в период его государственной мощи. Человек без традиции, без веры, без своих корней, конечно, это ущербный человек. И в то же время, если не дать доброго, хорошего знания, тогда человек начинает выпячивать свою культуру из общей человеческой культуры. Тогда получается опять такая вот дисгармония. И приехав сюда, я решил, чтобы здесь живущие люди, приходя в храм, слышали свою речь. Я стараюсь, чтобы, приходя в храм Божий, обряды, песни, танцы, все это очень важный компонент, это очень нужный, потому что это то, что сохраняет нацию, то, что хранит народ. Песни, танцы, обряды, поверья, все вот это вот, все нужно это сохранить. Если этого не будет народа. И если мы будем игнорировать или как-то вот забывать такие моменты, то, конечно, мы не приобретем должного уважения и доверия. И когда мы больше будем слышать национальные речи, богослужения, больше, скажем, вот как после пасхального торжества у нас во дворе пришли люди и пели национальные песни, танцы. Это гармонично вошло и, правильно вы сказали, получил очень хорошее одобрение. Даже я не сомневался в этом. Я это воспринял хорошо. Культура. Сможем ли мы сохранить эту ценность, полученную от тех, кого уже нет, кто жил и берег ее в себе, сохранил и оставил, сделав нас причастными к великому прошлому, а значит, имеющими возможность и будущего? С первых дней по благословению Святейшего Патриарха, я Святейшему Патриарху об этом говорил, Святейший Патриарх с великим таким вот воодушевлением, радостью принял
такое мое вот предложение, чтобы одна хотя бы церковь для начала начинала развивать осетинское богослужение. Поскольку у нас есть осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, с нее мы и начнем. Такое мероприятие должно сразу масштабно раскрываться в храме Божьем, православном храме Божьем. Безвестные герои своих времен, сумевшие сохранить тонкую, подвижную нить культурной идентичности, протянувшуюся с начала времен до наших дней. Всех помнит только Бог, а мы — лишь имена немногих. Но с каждым из них, незабытых, ассоциируем себя. Здесь мало права крови. Она течет лишь в жилах духа и растекается, уходит в прах, без этих тугих, пульсирующих берегов. Вот, среди исторических лиц и имен, ушедших эпох, ты различаешь тех, кого знал сам, любил и проводил совсем недавно, тех, от кого ты принял, рассмотрел, вобрал бесценное сокровище, ускользавшее, менявшееся, но все равно передававшееся от отца к сыну, из века в век, оберегаемое и развиваемое каждым человеком, причастным к этой великой тайне, сохранению себя и своего народа.